Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске обзор интересных событий из социальных сетей. Это романтические новости. Также расскажу о встрече с диким животным. Расскажем, куда дошел наш якутский всадник на якутских лошадях. Покажу поля, усыпанные цветами. И еще о многом-многом другом расскажу сегодня вам. Давайте приступим. Якутянин на высоте 10 тысяч метров над землей сделал предложение руки и сердца своей девушке. Все же я оговорюсь, история закончилась благополучно. Девушка приняла предложение своего возлюбленного. В этот прекрасный солнечный день на высоте 10 тысяч метров над землей я хочу признаться тебе в любви и задать самый главный вопрос. Согласна ли ты стать моей женой? Якутский всадник Догуйдан Винокуров дошел до Тюменской области. Это 8-й по счету субъект в походе «Полюс холода Москва». Сейчас Догуйдан идет до Москвы один с лошадьми Хонор и Хастах. Как сообщает всадник, погода дождливая, лошади в порядке, даже умудряется позабавиться. К примеру, Хонор, пользуясь дождливой погодой, постоянно валяется в грязи. От Омска наши путешественники прошли больше 250 километров. До города Ишим осталось совсем немного, примерно менее 50 километров. Якутянин Александр Охлопков работает над голливудским фильмом «Меган» от Universal Pictures. Он создает 3D-графику, работа «Куклу». Но на прошлой неделе вышел официальный постер хоррор-триллера «Меган» Джеймса Вана, известного кинофраншизами «Пила», «Астрал» и «Заклятие». Немного о сюжете. Главная героиня создает уникальную робокуклу для помощи в уходе за детьми и решает протестировать ее у себя дома. По одному взгляду куклы на постере видно, что об этом эта девушка еще пожалеет. Посмотрите на это огромное поле, усыпанное подснежниками в Усть-Алданском улусе. Целое поле подснежников обнаружено в селе Миру Усть-Алданского улуса. Якутяне отметили, что это весна щедра на подснежники. А вслед за подснежниками в Нерюнгринском районе вдоль дороги у города Тында в большом, просто огромном количестве расцветает ароматный багульник насыщенного фиолетового цвета. В Мегино-Кангаласском улусе охотники случайно набрели на лисью нору и увидели крошечных пушистых лисят. Ничего трогать, брать лисят на руки они, конечно же, не стали. Видео-новость от молодежи села Графский берег подняла настроение всей нашей редакции новостей. Харизматичная репортерша Елена Владимировна вещала с импровизированным деревянным микрофоном на фоне ледохода. Здравствуйте, уважаемые жители села Графский берег. Это новости Якутии-24. На сегодня у нас 23 мая 2022 год. Вот паводок. Дальше расскажет главный репортер Елена Слепцова. Добрый день, уважаемые жители села Графский берег. С вами главный репортер Елена Владимировна. По данным, сегодня, 23 мая 2022 года, река поднялась до 859 сантиметров. При критическом уровне 850 сантиметров. Это без учета дамбы. Но наши жители не боятся паводка. И, как говорила великая женщина Вера Сергеевна, береженого Бог бережет.
Елена Слепцова, главный репортер села Графский берег. Я думаю, вы уже определились со своей будущей профессией и ждем вас в рядах тележурналистов. Ну а на самом деле девчонки молодцы в такое тревожное время ледохода. Они поднимают настроение и не унывают. Предпринимательство и бизнес сегодня осваивают даже самые юные. С тех пор, как социальные сети прочно закоренились и стали популярными среди подростков и молодежи, ряды предпринимателей пополнились молодыми бизнесменами. А сейчас пора сдачи ЕГЭ и время определиться с будущей профессией. Именно поэтому для школьников города Мирный рассказали о основах популярной деятельности. Девятиклассникам провели профориентационный урок по предпринимательству. Ребята узнали, как вести бизнес. Плачу определенный налог. От этого доход. Правда? Да. Дальше. Я хочу заплатить заработную плату своим сотрудникам. Доступно объяснить школьникам, на что уходит доход предприятий и с чего начать бизнес. Директор Мирнинского молокозавода Татьяна Шарова и корпоративный университет провели для учеников 9 класса 8 школы урок по профориентации. Тема – предпринимательство. Ребята немножко сыроватые, конечно же, из школы выходят, еще пороха не нюхали, скажем так. И мне кажется, что в старших классах нужно обязательно вводить такие уроки. Очень отрадно, что сейчас такие уроки по городу проходят, что вот взрослые руководители, да, люди, которые уже состоялись, имеют опыт, приходят к ребятам и рассказывают о себе и о своей деятельности. Мне кажется, это даст им определенный толчок в развитии. Как оказалось, треть класса не хочет зарабатывать на блогерстве и лайках. Мечтает заниматься вполне конкретным делом. И даже начать свой бизнес. На уроке профориентации дети задавали вопросы, внимательно слушали. Не каждый день получишь практические советы от опытного предпринимателя. Мне сегодня очень понравилась лекция. Я всегда хотел узнать, каково это быть предпринимателем, как это осуществить. Может быть, в будущем даже займусь этим. Я узнала достаточно много всего интересного, и, возможно, мне в жизни это пригодится. Нечастым бизнесом единым. Какую профессию выбрать после школы, помогут разобраться профориентационные программы «Алроса». Их немало. С программами также знакомят на уроках профориентации в школах. Для выпускников есть программы стипендиатства «Алроса». С 3-го курса бакалавриата со студентами заключают договор. Эти выпускники потом вернутся работать в компанию. А выпускники «Алроса» классов имеют возможность вступить в программу с 1-го курса. Это программа, которая гарантирует практику, оплачивает проезд до места практики, гарантирует трудоустройство в компанию и, соответственно, выплачивает стипендию ежемесячно. Понравится ли будущая профессия, можно узнать и на практике. Летом у школьников есть возможность трудоустроиться в предприятии «Алроса». Юных работников в этом году ждет Удачнинский горно-обогатительный комбинат. В приполярном городе организуют бригаду по благоустройству и озеленению. Дети будут работать в 2 сезона – с 3 июня по 13 июля и с 15 июля до 23 августа. Всего УГОК примет на работу 150 ребят. Главное условие – практикант должен быть не младше 14 лет. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Знаете, и я бы с удовольствием посетила данные уроки предпринимательства. Вообще, я думаю, что выбрать свое призвание и свою профессию намного тяжело именно людям творческим. Сейчас, к сожалению, многие до сих пор ориентируются на узкий круг типичных профессий. В следующем материале вы познакомитесь с художником-дизайнером Кыданой Игнатьевой. Это вдохновляющий пример того, как можно реализовать совершенно разные творческие проекты на благо всей республики. Мы не просто так находимся на фоне вот этого замечательного, всем известного, по крайней мере, жителям города Якутска, мурала. Этот мурал нарисовала известная нам художник, дизайнер Кыдана Игнатьева. И сейчас она вот рядом со мной здесь находится. Кыдана, здравствуй. Здравствуй. Это Анна Лахчин. Давай напомним эту историю. Вообще в рамках международных игр «Дети Азии» мы это сделали. И понимала, что здесь, по улице Кирова, будет большой поток людей, будет много участников, спортсменов ходить вот с площади Ленина к стадиону Туймада. Да? Поэтому здесь хотелось как-то облагородить вот эти общежития, они выглядели очень плохо. Вот, поэтому как-то вот идею сразу поддержали. Я сейчас вижу, и хотелось бы там немножко что-то подправить, что-то сделать, или, например, начать думать вообще через несколько лет, что с ними можно уже сделать. То есть мы обновляем рисунок, или можно полностью их поменять. Может, другие там художники могут порисовать, но это нужно уже думать с городом.
Одним из последних реализованных проектов это были автобусы. Те самые автобусы красные, которые курсируют по городу, которые недавно официально были представлены. Расскажи об этом проекте. Совместно с командой сделали со студией дизайнер Сулчан Арт, руководителем которой является Ростислав Павлов, дизайнер, очень талантливый, молодой дизайнер. И вот совместно думали вообще, как можно оформить, сделали несколько эскизов, я свои эскизы, они подготовили, вот, и выбрали именно мой эскиз, утвердили. Рисунок в виде вот символа якутского календаря. То есть мы же хотели привязать это к столетию СССР. Этот рисунок был самый первый эскиз, который я сделала. Он был самым таким удачным, который всем приглянулся, можно сказать, изначально. Но очень много было вопросов насчет цвета автобуса. Да, почему? Вообще, да, теплые цвета, вот такие как оранжевый, желтый, красный, они греют человека психологически. А пожилым и людям с проблемами зрения очень сложно увидеть, но оказывается красный цвет, он виден более-менее. И это очень серьезно восприняли, и Айсен Сергеевич сказал, что вот этот пункт молодежным сленгом триггернуло, и в итоге он решил поддержать идею. Хотела тебя спросить о твоих сегодняшних планах, над которыми, проекты, над которыми ты сегодня работаешь. Сейчас я работаю над оформлением дизайн-кода и брендинга Сахатуймады в Исхатуйне. Плюс еще сейчас меня привлекли по работе мастер-плана города Мирный по брендингу. Брендинг – это фирменный стиль, это логотип города. Мне самой интересно делать не такие большие глобальные, а какие-то детализированные. Это, например, навигационные указатели, разработка фирменного стиля. Конкретной основной работы у меня нету, но выступаю у многих консультантом, экспертом. Плюс еще такое, можно сказать, фрилансерство у тебя? Фрилансерство, но сотрудничаю все равно тут с управлением архитектуры. Ты везде и всюду. Да. Спасибо, что в своем графике нашла для нас время. Я желаю, чтобы все планы обязательно реализовались. Удачи, успехов, и я думаю, что мы еще с тобой увидимся не раз. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Якутия 24.